Поехали. Премьер Ингушетии и Первоклашка запускают новую историю. Школа начинает свою работу с их легкой руки. Владимир Сластенин вместе с Софией Годоборшевой дают старт первому звонку. 21-я школа названа в честь Константина Дмитриевича Ушинского, писателя, педагога, основоположника научной педагогики в России. Председатель правительства Ингушетии поздравил учителей, детей и родителей с Днем знаний и с новым современным образовательным учреждением. Всех поздравляю, педагогов, родителей, детишек, первоклашек наших, от имени главы нашей республики Калиматова Махмуда Алимак-Шариповича. И желаю вам успешных уроков, успешных, кому-то выпускных, кому-то первый класс. В этом году выпускники старшие, ребята, будут самое сложное определяться с выбором, куда им дальше пойти учиться. Первоклассники будут учиться, родители переживать, а педагоги учить. Поэтому, наверное, всем и педагогам, и родителям, и ученикам большое спасибо и поздравления. Сегодня в республике в первый класс пошли 9160 детей. 9000, представляете, какая цифра? Обучающих у нас почти 100 тысяч. Поэтому та работа, которая ведется главой республики, правительством, администрацией, Министерством образования, она находит свое отражение. Еще раз с праздником, в добрый путь. Слова поздравления звучат и из уст главы города Назрани Урсхана Евлоева. И для города это праздник, потому что за последние 4 года сколько школ открылось у нас. И какие школы, все мы можем видеть. А я вырос в этом городе, и я знаю, какие у нас были школы, какими они сейчас становятся для детей. Какие условия созданы для детей? Условия действительно созданы самые лучшие и современные. В просторном трехэтажном здании школы предусмотрены учебные и служебные кабинеты, компьютерный класс, кабинет ИЗО и музыки, лаборатории по физике, химии и биологии, спортзал, библиотека с медиатекой и читальный зал. Фатима Тангиева раньше о таком даже не мечтала. Я работаю уже 36 лет в образовании, учителем начальных классов. Я просто не могу нарадоваться, какие же условия созданы для наших детей учиться, учиться и учиться, набираться всему, что можно взять из образования, стать настоящими гражданами нашей Родины. В каждом классе есть интерактивная доска. Все условия созданы. Новой школе больше учащихся рады и сами родители. Теперь учреждение образования в шаговой доступности. Очень удобно, оснащенная школа. Самое главное, она рядом. То есть мы тоже живем за каналом. У меня 5 детей, в общем 6 детей, 5 учеников. И очень удобно. Их можно без какого-либо транспорта, они пешком могут приходить в эту школу и также возвращаться домой. Школа очень современная, все удобства, всевозможные кружки тут. Немного взволнованные, нарядные, смышленые и веселые первоклассники поют и читают стихи. И научимся тетрадках только ручками писать. На уроках физминутку будем дружно выполнять. Сегодня же в рамках акции российского движения детей и молодежи «Движение первых» школьникам, достигшим 14 лет, вручают паспорта граждан России. В церемонии принимает участие глава ингушского правительства Владимир Сластенин и руководитель РДДМ в Ингушетии Марина Албогачиева. На базе 21-й школы открылся первый в регионе аппарат российского движения детей и молодежи «Движение первых». Главной задачей является это создание доступной, интересной среды для ребенка в развитии и самореализации по разным направлениям. В этом году учащихся всех школ ждут новые изменения. Например, вводятся уроки трудового воспитания. Такой закон депутаты приняли, а сенаторы одобрили этим летом. С сегодняшнего дня в обязанности учащихся могут войти, например, уборка территории пришкольной, посадка деревьев, подготовка актового зала к новому учебному году. Все это делается в целях трудового воспитания школьников.
Это первое. Второе. Появилась у нас единица, советник по воспитательной работе. Если в других регионах, если в других городах эти люди работали в экспериментальном порядке, то сейчас уже они будут работать во всех школах. Это большой плюс, это существенный вклад всему образованию, я думаю. И насчет федеральных программ. Если были раньше примерно рабочие программы, то уже сейчас введена федеральная программа «Единая для всех». Теперь детям остается только учиться, а педагогам давать самые качественные знания. С такой школы иное непозволительно. Объект построили в рамках национального проекта образования. Это стало возможным благодаря президенту России Владимиру Путину. Зелимхан Калоев, Асхаб Белакиев, Новости 24.